Друзья, даже если вы не очень хорошо знаете свой родной язык, помните не все традиции, обычаи и законы наших предков, не беда. Всему этому вы сможете обучиться, даже просто смотря короткие ролики на нашем канале «Центр по развитию калмыцкого языка». Сегодня мы поговорим о речевом этикете. Как по-настоящему, по-калмыцки нужно поздравлять друг друга. В настоящее время многие калмыки говорят «Би чамагы юреджанев» и думают, что эта фраза имеет значение «я тебя поздравляю». Давайте разберемся, так ли это. Слово юреджанев происходит от старинного калмыцкого слова юрель – благопожелание. Следовательно, после слова юреджанев любой уважающий себя калмык будет ждать самого юреля. А его-то большинство людей не произносят, потому что думают, что «би чамагы юреджанев» – это «я тебя поздравляю», а в русском языке этой фразы достаточно. В нашем родном языке, если вы сказали юреджанев, то следом обязательно должны быть слова «уте наста», «баты кишкте болтын», «сансын санантын күтсже», «саксын бурхын евехы болтха» и так далее, и так далее. А если просто сказать юреджанев без продолжения в виде юреля, то это будет звучать примерно так. Знаешь, а я тебе желаю. И все. А чего желаю, вообще непонятно. Желаю и все. Это очень некрасиво звучит на калмыцком языке. Если мы, калмыки, беспокоимся, переживаем за свой язык и любим его, то слова юреджанев обязательно нужно завершать хотя бы коротким юрелем. А вот как сказать «я тебя поздравляю»? Такая фраза в нашем языке тоже есть. Правда, ее очень хорошо позабыли. Звучит она как «би чамде баир кюрюджанев». «Я довожу до тебя свою радость» или «знай, я рад за тебя и сообщаю это». Вот после такой фразы юрель можно и не говорить. Главное, что радость за что-то донесена до адресата, поздравление доставлено. Уважаемые зрители, Кынте Халягачныр, подписывайтесь на канал Центра развития калмыцкого языка, делитесь видео, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии, ведь эти видео мы записываем для вас, и для нас очень важны ваши отзывы. Танрига күндүлдүк, халмык келин үржилдин төф.